В эфире Канашского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Евгения Карпчева. Здравствуйте. Сегодня в экстренном порядке глава Чувашии Олег Николаев прибыл в Канаш. Пожар, произошедший сегодня ночью в доме по улице Разина, 10, поднял все оперативные службы республики. Сгорела вся кровля дома, эвакуированы люди. В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. 1 апреля около 3 часов 30 минут в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании крыши многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Разина города Канаш. Всех жалко. Без всего, наверное. Вы в этом доме проживаете? Нет. Мы в 11-м доме по проспекту Ленина. Не в этом доме. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. Здесь сейчас работает следственно-оперативная группа, Следственный комитет, МЧС. Выясняем, где очаг возгорания. По предварительной версии, очаг возгорания был в третьем подъезде между 4 и 5 этажей в шахте оборудования. Скорее всего, провайдер устанавливал какое-то оборудование. Там произошло короткое замыкание. По вентиляционной шахте огонь поднялся наверх, на крышу, и погода была ветреная, по крыше уже распространился по горючим материалам. Следственным управлением начата процессуальная проверка по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. И по ее результатам будет принято процессуальное решение после установления всех обстоятельств происшедшего. Пока давать четкие комментарии о причинах возгорания рано. В тушении приняли участие силы и средства пожарных частей города Канаш, Янтиковского, Комсомольского и Цивильского районов. Также в экстренном порядке глава Чувашии Олег Николаев прибыл в Канаш. В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Остается открытым вопрос обследования многоквартирного дома на предмет дальнейшей эксплуатации с привлечением специалистов. Во-первых, мы только что приняли решение объявить чрезвычайную ситуацию регионального масштаба по данному случаю. Это нам позволяет использовать ресурсы уже бюджета Чувашской Республики и оказать необходимую помощь для того, чтобы прежде всего в скорейшее время, в кратчайшие сроки восстановить дом для того, чтобы оно было пригодно для жилья. Ну и, конечно же, оказать людям соответствующую помощь для того, чтобы они за это время чувствовали себя, если так это можно выразиться в данных случаях, максимально комфортно и могли обеспечивать свою жизнедеятельность. Каждая семья получит выплаты, предусмотренные законодательством. А самое главное, мы будем и дальше сопровождать этот процесс, и в зависимости от того, насколько будет длительная процедура восстановления дома, будем исходить из складывающейся ситуации и будем принимать решения такие, чтобы каждый человек чувствовал себя, что есть полное соучастие и сопровождение властей всех уровней. Жилой дом многоквартирный, 5-этажный, 4 подъезда, 80 квартир. По сути, во всех подъездах у нас пострадали и отопление, система отопления. Почему? Потому что 2 года назад был сделан капитальный ремонт, в том числе система отопления, электрификация, система водопровода, канализации. Все сделано из современных материалов, по сути, пластик, полипропилен, они все расплавились. То есть все коммуникации, они вышли из строя. Нет такой цельной функции. Если, допустим, пустить тепло, все вытечет, сами понимаете, там же это жидкость. Да, электричество тоже невозможно. Почему? Потому что все провода оголены наверху. Пожар, потому что все расплавил. Есть ряд электрических линий, которые проходят наверху. Кроме того, крыши нет вообще, все сгорело абсолютно. Вы сами, наверное, видели, по крайней мере, это сразу видно. В связи с этим сейчас властями принято решение восстановить все это дело. То есть дом будут восстанавливать, по-любому сделать ремонт. Лучших работников культуры отметили высокими наградами. Для этого в город прибыла министр Светлана Карикова. Гостей принимали в обновленном Дворце культуры. Подробнее в нашем репортаже. На встрече министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Светланы Каликовой с работниками культуры города Канаша и Канашского района, которая состоялась во Дворце культуры города Канаш, глава администрации города Канаш Виталий Михайлов и глава администрации Канашского района Владимир Степанов поблагодарили работников культуры за безграничную преданность своему делу, мастерство и талант, пожелали вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений. Также с итогами работы учреждения культуры города Канаш в 2020 году присутствующих ознакомила исполняющая обязанности начальника отдела культуры по делам национальности и архивного дела администрации города Канаш Татьяна Векова. В своем докладе она отметила, что 2020 год стал для культуры города Канаш годом новых возможностей. В течение года обучающиеся школы стали участниками концертных и творческих мероприятий, в том числе в дистанционном формате.
Почти 2,5 человек стали зрителями выступления прекрасных музыкантов. В рамках реализации нацпроекта «Культура» в 2020 году приобретены музыкальные инструменты на сумму около 4 миллионов рублей. За счет целевых субсидий сделан текущий ремонт фасада здания на сумму более 300 тысяч рублей, текущий ремонт отопительной системы второго этажа. Детская художественная школа работает с 1977 года. За эти годы в ней прошли обучение более 20 тысяч детей. В настоящее время в школе обучаются 523 ученика. Средняя наполняемость классов 20 человек. Ежегодно выпускается около 20 юных художников, многие из которых продолжают учебу в профессиональных учебных заведениях России и Чувашии. 21 обучающихся в том учебном году защитили дипломные проекты. 260 участвовали в 40 конкурсах, более 100 стали дипломантами и лауреатами. За прошлый учебный год было организовано более 38 выставок, в которых приняли участие более 500 детей. В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» выделены были денежные средства на капитальный ремонт кровли, систему отопления, на интерактивные комплексы, мольберты, наглядные пособия, муфельную печь и гончарный круг на сумму более 2 миллионов рублей. Директор централизованной библиотечной системы Канашского района Лия Арсентьева рассказала об итогах работы по развитию культуры Канашского района за 2020 и задачах на 2021 год. Своим видением развития отрасли в республике непосредственно в городе Канаш и Канашском районе поделилась министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Светлана Каликова, отметив хорошие показатели отрасли культуры города по основным направлениям. Светлана Анатольевна отметила важность работы с молодыми кадрами и о возможном взаимодействии с учебными заведениями республики, занимающимися подготовкой кадров для отрасли культуры, также выразив благодарность преподавателям детской школы искусств. Мы с вами в этом году уже неоднократно, наверное, обращались к итогам 2020 года, анализировали, что происходило за прошлые годы. Глава Чувашии Олег Алексеевич Николаев выступал с посланием. Вы помните, какие задачи перед нами поставлены. И что касается людей, которые живут в сельской местности, людей, которые живут не в столице Чувашии, а в городах, помните, что сказал Олег Алексеевич? Мы готовы вкладывать средства в развитие культуры, в развитие нашей отрасли, нашей сферы. Но недопустимо, чтобы потом вот те учреждения культуры, которые будут строиться, ремонтироваться, они оставались без людей, то есть без кадрового потенциала. И вот сейчас оба докладчика, они отметили и старение сотрудников в сфере культуры, то есть появляется больше людей пенсионного возраста. Ну и, конечно же, то, что нет притока молодых людей. В принципе, проблемы, наверное, для многих муниципалитетов, они схожие. Хочется побольше финансовых средств и хочется, чтобы пришли молодые люди в отрасль. Что можно на это, уважаемые коллеги, сказать? В общем, анализ, который проведен был при подведении итогов 2020 года и при постановках задач на 2021 год, он говорит о том, что 2020 год для республики, для нашей отрасли, он стал таким очень значимым. Порядка 4 миллиардов рублей в целом по республике вложено в развитие отрасли культуры и на проведение юбилейных мероприятий. Такого большого объема средств за последние десятилетия наша отрасль, она не видела действительно. И Канашский район особенно, он, конечно, стоит таким хорошим, таким крепким особняком, потому что средства, которые были вложены именно в район, они очень значительные. Мы анализировали, когда собирались с главами районов, те объемы средств, которые поступили в муниципалитеты и в города. Но вот Канашский район действительно очень, Лия Алексеевна подробно рассказала, он был лидером за последние 5 лет по объемам привлеченных средств. Канашский район был лидером и по количеству новых объектов в сфере культуры, которые были построены за последние 5 лет. Город Канаш тоже не остался аутсайдером. Более 25 миллионов рублей было вложено со стороны республиканского бюджета именно для поддержки, для укрепления материально-технической базы учреждений культуры в городе Канаше. На этом наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч!
Магазин «Светофор» уже готов встречать дорогих гостей. Здесь есть все для оформления праздничного стола. Мясная, сырная продукция, сотни ингредиентов для салатов, соки, бакалея, сладости. Бережливые хозяйки не переплачивают, а совершают выгодные покупки в магазине «Светофор». Также для вас представлен большой ассортимент текстильной продукции, бытовой химии от известных брендов, детские игрушки, посуда и многое-многое другое. Пришел в магазин купить средства для того, чтобы открутить гайку в машине, не заржавела. И вот хорошее недорогое средство нашего в магазине «Светофоре». Приходите в магазин «Светофор», здесь все есть и даже больше. Среди посетителей магазина есть традиция закупаться впрок. Так и деньги экономятся, да и времени для близких остается больше. Покупают для птицы корма и для мытья посуды. Стиральные порошки дешевые. В сравнении с другими магазинами всегда мне нравится сюда приехать и покупать, потому дешевые. Дешевле и по моим карманам. Канашцы и гости города давно облюбовали «Светофор». Их полные тележки красноречивее любых слов. В магазины «Светофор» напрямую от производителей поступает товар. Поэтому мы можем предлагать очень доступные цены для населения, чтобы покупки стали выгоднее. Также на постоянной основе мы предлагаем акции, чтобы разнообразить ваши покупки. Мы учитываем спрос населения, поэтому ассортимент магазина на постоянной основе обновляем и пополняем, чтобы покупки стали еще интереснее. Я захожу почти каждый день после работы, а сегодня выходной, собралась с дочкой. Очень нравится, цены не такие дорогие, на выбор все есть. Стоит отметить, что вся продукция в магазине самая свежая. Поступивший товар сразу же выкладывается на полке, а не залеживается на складах. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Минтай свежемороженый 1 килограмм 89,90. Курага 1 килограмм 109,90. Колбаса вареная докторская 1 килограмм всего 127,90. Сыр Лорд Артур 1 килограмм 335 рублей. Свинина свежая 1 килограмм 179,90.